Во исполнении пунктов послания президента на федеральном уровне уже подготовлены проекты поручений по тем вопросам, которые касаются органов исполнительной власти страны. Глава региона дал поручение руководителям органов исполнительной власти провести анализ всех действующих государственных ведомственных программ на территории региона на предмет включения в них дополнительных мер поддержки с учетом предложений, отраженных в послании президента. Послание направлено на здоровье нации. Это самый важный вопрос, а для этого наш топ-чиновник, начиная с самого сельского поселения, строитель, который строит, медсестра, которая на работу пришла, водитель, который едет за рулем, женщину с детьми ведет, или автобус, или в частном своем автомобиле, думал об этом. Главы все, министры все при проверках обращать внимание, жалобы на ненадлежащее отношение к детям, выделять их, отношение к больнице, отношение к школе, детским садам, выборку мне делать их, в квартал раз мне справку. Отнеситесь к этому серьезно. У нас есть потенциал, у государства есть деньги, только к ним надо чистыми руками относиться. Нельзя их трогать, нельзя трогать материнский капитал, пособие материнское. Потому что для какой-то семьи и 100 рублей деньги, и 1000 рублей тем более. Все надо отдавать. Все должны участвовать. Понимаете, вы вникаете в эти вопросы. Потому что нам нужна здоровая нация. Граждане, люди наши. А они все наши родные. Чужих нету, никого нету. Мы регулируем сегодня их финансовые и другие вопросы. Поэтому вот дали полномочия, да? Будь уж добр, исполняй свои должностные обязанности и регламент четко. Четко выполняйте его. Не допускайте ни одну жалобу женщины, ребенка, ни здравоохранения, ни там образования, а участвуют в этом не Минспорт, а все. Мы четко разработаем план реализации послания президента. Он у каждого будет. Она касается всех, понимаете? Все сферы, они идут к тому, чтобы ребенок родился, а потом был жив-здоров еще, здоровым рос. Все условия им создать, кто бы что ни делал, в каждом своем направлении. Демография – это целый вектор нашей работы. И не зря президент 80%, 85% даже, уделил внимание демографии, здоровью детей, экологии. Я хочу призвать вас просто к ответственности, и тогда у нас все получится. У нас очень красивые люди, хорошие люди. Махмуд Али Калиматов поручил правительству республики совместно с главами муниципалитетов принять всевозможные меры по завершению мероприятий, необходимых для ввода в эксплуатацию детских, дошкольных, средних образовательных и медицинских учреждений, предусмотренных национальными проектами. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в республике планируется строительство до 2023 года 17 объектов образования. У нас есть министры, у нас есть подрядчики, у нас есть главы районов, но у нас слабый контроль. Значит, у нас получилось так, что у нас главы дистанцировались как-то. Выделяются огромные средства, поэтому мы должны каждую копейку беречь. Работа по несданным в установленные сроки проблемным объектам уже ведется. Перенос сроков во многом обусловлен некачественной реализацией и несоответствием установленным нормам после ряда проверок. Выплаты подрядчикам будут осуществлены только после тщательного анализа качества и подтверждения, что их строение отвечает всем требованиям и стандартам. В этой связи глава Ингушетии сделал особый акцент на строительстве объектов здравоохранения и спорта. И тут же влияет ситуация, касающаяся наших спортивных объектов, где дети занимаются. Нужно будет именно санитарное состояние посмотреть, вот, чтобы там очистные были, чтобы там вентиляция была нормальная. Душевые кабины уже дошли до того, что там их не везде есть. Возможность будет, мы будем обращаться к правительству России, чтобы нам помогли по тем или иным вопросам восполнения того снарядов спортивных,
оборудование, которое необходимо для детей, и какие-то разрабатывать алгоритм какой, чтобы мы все-таки здоровье еще сохраняли и укрепляли детей. Владимир Путин также в послании отметил необходимость обеспечения бесплатным горячим питанием и пересмотра системы снабжения питанием в школах. Руководитель региона распорядился проработать организацию комбината школьного питания. Планируется создать пилотный проект, изучить на его примере способы реализации этой инициативы, а в дальнейшем открыть специализированные пункты по районам и городам республики. Хадия Добриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24.